День защитников Отечества администрация местного самоуправления поздравила ветеранов Великой Отечественной войны. В связи с этой датой 45 ветеранов в торжественной обстановке получили юбилейные медали. Со словами благодарности и поздравлениями к защитникам Отечества обратился глава администрации Владикавказа Сергей Дзантиев. Он рассказал, что в ближайшее время более 5000 медалей найдут своих героев. Помимо этого, в разных районах республики будут открыты мемориальные доски. По поручению Таймураза Мамсурова заместитель председателя правительства Северной Осетии Рустем Келихсаев вручил ветеранам медали во славу Осетии. После официальной части ветеранов ожидал сюрприз – концертная программа. В ней приняли участие воспитанники детского сада, певцы местной эстрады и танцевальные коллективы Северной Осетии. Ветераны войны обращаются ко всем жителям республики. В эти тяжелые дни сплотиться, отбросить все интриги и работать так, как наши младшие работали в тылу в годы Отечественной войны. Дай Бог, чтобы наши младшие никогда не видели то, что мы прошли, чтобы мир в Осетии, во всей России всегда процветал. Спасибо за внимание. В военном госпитале солдат с Днем защитников Отечества поздравили представители Союза детских и подростковых организаций. Уже 10-й год подряд ребята поздравляют солдат по стечению обстоятельств, встречающих праздник в госпитале. Специально для военнослужащих привезли подарки, а чтобы поднять настроение молодых бойцов, подготовили праздничный концерт. Множество ярких выступлений продемонстрировали артисты театра, оперы и балета, школьники и студенты. Молодые люди с улыбками на лице приветствовали артистов. Положительные эмоции помогут поскорее пойти на поправку. В общем-то, я думаю, праздник удался. В зале вы видите, рукоплещут детям. И, в общем-то, я думаю, эти мероприятия нужны как детям в плане воспитательного, здесь и патриотическое, и гражданское воспитание, как и этим ребятам, которые понимают, что они не безразличны никому. То есть мы их очень уважаем, и сегодняшнюю дань этому празднику мы отдали именно в госпитале.